Объединение некоторых татарских журналов, газет, тоже была новость. Объединение будет, не будет татарских журналов? Ни одно средство массовой информации не будет закрыто. Все журналы как выходили, так и будет выходить. Это есть момент оптимизации именно с точки зрения оптимизации работы, руководства и так далее. Поэтому я официально заявляю, что как СМИ ни один журнал не будет закрыт. Речь идет об оптимизации. По подписке на татароязычные издания, первый вопрос. Подписки на татароязычные, они у нас идут также по уровню прошлого года, с учетом того, что у нас сейчас в партнерах Татаро-Радиосы, что идет активная реклама как раз на эту целевую аудиторию. Вот, мы надеемся, что наоборот активизирует и это будет расти у нас. Но пока, вот как Регина Викторовна сказала, у нас в рамках прошлого года даже с небольшим опережением идет. Вот объем финансирования не увеличился. Он в рамках финансирования КЗН, который предусматривался на КЗН, все туда же на 24-ку перешло, все финансирование. Вот. Наращиваются рекламные бюджеты, значит, наращивается творческая составляющая. За последний месяц у нас прошло более 200 сюжетов из наших региональных станций. И при соблюдении определенных лицензионных условий все телеканалы будут входить уже, 24-ка будет в качестве подложки для наших региональных станций. Андрей Афанды, очень коротко. Вот, татарские передачи, татарские новости будут? Обязательно. В районах это значит русские татарские новости, передачи на татарском языке. Все как было абсолютно, это все остается. Татарский язык в районах остается однозначно. И мой такой вопрос. Вы как читаете татарские новости? Вам помогают или... Где-то что-то урываю, где-то переводят, где-то помогают. Нормально читаю. И слышу, и понимаю. То есть, если ты меня ругать будешь, я сразу пойму, что ты меня ругаешь. Я все-таки 9,5 лет рядом с президентом пробовал, так что то, что надо, я понимаю.